Здравствуйте! В эфире «Время, события, люди», в студии Алана Газацева. Путешественник, исследователь, историк, известный краевед и большой знаток древних традиций Теймураз Петрович Плиев. 12 октября ему бы исполнилось 85. Его называли осетинский Данка. Он не просто знал каждую тропинку, каждый камень и каждый древний памятник. Он словно бы чувствовал дух прошлого и жил параллельно в разных временах. У него были глубокие познания отечественной истории, археологии, этнографии. И он всегда с азартом делился знаниями. Именно за это его всегда уважали и любили младшие студенты и все, кто хоть раз слушал его лекции. Сегодня в нашей студии мы вспоминаем, каким он был. Об этом расскажут его коллеги, друзья и близкие. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли к нам в студию. Вот буквально накануне Теймураз Петрович отметил бы свой юбилей, и я предлагаю посмотреть сюжет, который подготовила наш корреспондент Кристина Колеева о Теймуразе Петровиче Плиеве. Если вы посмотрите чуть-чуть правее, вы увидите грандиозный ганах, который уже можно прямо назвать крепостью. Осетинский Данка – именно так окрестили соотечественники знаменитого историка-краеведа Теймураза Плиева. Он так же, как и герой Горького, отдал свое сердце своим землякам и своему отечеству. Теймураз Петрович родился в 1935 году в селении Мичурино. После школы поступил на факультет физического воспитания и спорта Северо-Осетинского университета. Окончив его, начал преподавать там же физкультуру. Я поражался его фигуре атлетической. Такая накачанность у него была, подтянутость. Я просто восхищался. Я же не знал, что он был мастером спорта по акробатике и носил 56 размер. И всякий раз, когда он проводил занятия, он так легко справлялся со снарядами и с различными приспособлениями, которые мы проходили там по физкультуре. Но сама судьба велела стать Теймуразу историком. Его жизненный путь определился еще в раннем детстве. Отец Плиева был знаменитым сказителем и знатоком осетинского фольклора. Параллельно с преподавательской деятельностью Теймураз Петрович учился на историческом факультете СОГУ. Теймураз с любопытством по много раз переслушивал истории отца, записывал и, если они были связаны с конкретной местностью, приезжал и проверял их. Я знал его как человека, который спортсмен. Но я и не догадывался, что в этом спортсмене столько знаний, и он столько знает по краеведению, что, оказывается, он исходил всю Осетию вдоль и поперек пешком, особенно горную Осетию. Спустя годы Теймураза и Эльбруса вновь свела судьба. Они начали вместе работать в Краеведческом музее, а затем и совместно организовывать археологические экспедиции и пополнять музей все новыми удивительными находками. Я пригласил в эту экспедицию и ряд сотрудников с университета. В этой экспедиции участвовал Вилен Савельевич Варзиев, и я попросил Петровича поучаствовать со мной в экспедиции в Дегорское ущелье. Когда мы подошли, посмотрели, вот это очень древнее святилище Дегор-Изет, огромная еще пещера, мы подумали, как краеведы сказали, хорошо было бы в этом вопросе это святилище, чтобы имело дверь, более или менее закрывающуюся. И мы туда пригласили тогда министра Султана Евгеньевича Ужегова, показали состояние вопроса, рассказали об этом. И он как министр пошел навстречу, выделили деньги, около 5000. И на Дегор-Изет была установлена дверь. Вот эта фотография, когда он, прибыл туда, то люди, которые были и в экспедиции, которые с ним приехали, они снялись на память вот в этом месте Моргифас. Здесь Теймураз Петрович тоже с краю стоит.
В горах Северного Кавказа Таймураз Плиев знал все перевалы. И везде, где он проходил, открывал новые факты и получал подтверждения уже известным. Но выбранный им путь никогда не был легким. Он внес неоценимый вклад в развитие Осетии. Кристина Колеева, Мурат Байцаев, Мадина Кочиева. Время, события, люди. Такой теплый, душевный сюжет подготовила наш корреспондент. Я бы хотела, Лариса Каспулатовна, с вас начать. На такой теплой душевной волне, мы сейчас настроились на такую волну, я бы хотела задать вам такой вопрос. Вот Таймураза Петровича любили абсолютно все. Вот у него было такое удивительное качество. Взрослые, дети, коллеги, друзья, все, кто с ним сталкивался, даже единожды, они его любили. Вот как вам кажется, в чем был секрет вот этого его, того, что его все так любили? В чем был его секрет? Ну, как здесь уже сказали, во-первых, энциклопедические знания и необыкновенная скромность. Это во-первых. Во-вторых, он очень коммуникабельный был. И с ним было очень легко общаться. Когда он работал в колледже культуры, у нас такой случай был. 3-й и 4-й курсы истории культуры родного края, они как бы уже закрыли сессию, все оценки получили. И на 2-м курсе шла лекция. И в один день наши студенты куда-то все делись. Завуч подходит и говорит: я не могу понять, где наши дети. А студенты — это же как сообщающиеся сосуды. Они рассказали о его лекциях, и каково же было наше удивление, что они все оказались на его лекции, повторно ходили и слушали его. Вот так как он знал свой предмет, так как он умел рассказать о традициях и обычаях своего, и не только своего народа. Потом колледж, у нас подписан договор о двузвенной системе непрерывного образования колледж-вуз. У нас с Краснодарским университетом подписан договор, с Московским университетом и Северокавказским институтом. И все госэкзамены, которые приезжали председателями профессора с этих вузов, они с таким удовольствием приезжали. Вот они 3 года, потом же менялись, и говорят: ой, встретиться бы еще один раз с Петровичем, как его ласково все называли. Да, это действительно так. Даже те, кто были не очень близко знакомы с Таймуразом Петровичем, все называли его все равно Петрович. Ну там через минут 10-15 уже все были в него влюблены. Удивительное качество. Я бы хотела Петра Захаровича спросить. Петр Захарович, вот в сюжете тоже упомянули о вкладе именно в науку. Да? Кузьмич. Кузьмич, извините, ради бога. Петр Кузьмич, о вкладе в науку, о работе в музее. Хотелось бы, чтобы вы эту сторону раскрыли личности Таймураза Петровича. Таймураз Петрович основную свою рабочую биографию провел в университете, конечно. Там он преподавал не только физкультуру, но он участвовал в работе этнографической группы, потом уже вот той самой археологической лаборатории, которая была создана у нас, Северокавказской, возглавлял его на первых порах Магометов Ахсарбек Хазретович. Вот. Но в последующем так получилось в его биографии, что он вынужден был уйти из университета в силу ряда причин. За его честность, за его принципиальность и так далее. Так что любили его далеко не все. Было и такое тоже. Вот. И потом он уже поработал в разных местах. В конечном счете он пришел в Национальный музей. И здесь, конечно же, были востребованы его знания особые и так далее. Здесь сейчас говорили о том, что он знал прекрасно территорию республики, не только. Соседние республики он знал точно так же. И, уверяю вас, я был его студентом, я пришел, когда в 1973 году с флота и поступил на истфак. Вот с тех пор, с 1973 года, я оставался его студентом. И, занимаясь наукой, я в любой момент обращался к нему и всегда получал очень точный, конкретный ответ.
Вообще, он был вот, действительно удивительный человек. Если где-то я что-то говорил, выступал там, он не прямо мне говорил, что я что-то не так сказал, но он умел так это подать, что я сам приходил к тому, что, в общем-то, мне надо было совсем по-другому что-то дать людям там, на лекции там, или еще где-то, на радио. Вот. Этот человек всю жизнь работал в области этнографии. Это основное его увлечение было. Он этим жил. Он прекрасно знал нашу архитектуру. И в этой области он был действительно мастером высочайшего класса. Вот. Он очень хорошо знал фамильные родовые предания наши. И в этой области ему также не было равных. Вот. Но в какой-то момент он очень серьезно занялся и многие годы работал вопросами истории нашего города. Возникновение Владикавказа, первоначально, скажем так, Заужакав. Вот. Он всеми этими вопросами долго занимался, вышли его статьи соответствующие. Потом Петрович к археологии прямого отношения не имел. Он особо никогда археологией не занимался. Но интерес его и к этому разделу нашей истории, да, он был совершенно неуемный. Вот. И если сам не занимался, то он старался помочь другим, чтобы они что-то могли в этой области делать. Вот. Петрович, например, в 90-м году возглавил фонд Зилахара, так, который создал с помощью, мы создали с ним, с помощью Созева Александра Сергеевича, это московский предприниматель, он был президентом московского концерна «Скиф-Троицк». И вот Созев начал финансировать работу в области культуры. И Петрович тут же буквально, значит, объяснил ему и организовал финансирование моей экспедиции археологической в 90-м году. Вот. Он, кроме того, что он занимался вот такими вот интересными направлениями, да, он еще организовал, например, в 91 году он был главный организатор именно с помощью того самого фонда первой научной конференции международной по стеноведению. Это была первая международная конференция. В 91 году в сельхозе мы проводили его. Вот. Из-за рубежа привезли всех остиноведов, кого только можно было. Вот. Это, кстати, благодаря финансированию Созева тоже. Вот. Вот такие у него разные совершенно интересы были. А вот Если он в чем даже в секрет? области религии был не очень религиозным, я честно могу это сказать, тем не менее, для него было очень важно, чтобы наши объекты религиозные были в хорошем состоянии. Вот, например, тогда же в 90-х годах он организовал ремонтные работы в Остинской церкви и так далее. То есть это очень разносторонне, он никогда не был равнодушным. И поразительно, как он всегда находил проблемы, которые надо решать. И решал. И решал. Вот такой вот он был человек. Значит, непосредственно, если даже он в науке не сделал какие-то гигантские шаги и так далее, то он очень многим людям помогал в этом направлении, направлял их. И еще, я бы хотел сказать не только о его научной стороне дел. Так, он никогда не выступал на митингах, он никогда с оружием в руках не защищал Осетию и так далее. Но он всегда болел душой за свою республику, за свой народ. И могу вам сказать, что в 91 году, когда мы готовили первый съезд остинского народа, он был один из двух старейшин по отношению к нам, молодежи, да, которые тут же стали рядом с нами, и вопреки многим препонам, которые были на нашем пути, вот, мы смогли решить этот вопрос. Осетия провела первый съезд наций, обозначила конкретные задачи какие-то и так далее.
Но рядом с нами были два старших. В отличие от многих представителей интеллигенции, к которым мы обращались, и они отказались нам помогать. Вот. Это были Цгоев Асланбек Захарович и Таймураз Петрович Плиев. Вот эти два человека. То есть он и там, он никогда, я повторяю, не выходил, не выступал где-то на митингах и так далее, но он был рядом с нами всегда. И он помогал нам. В нужную для Осетии минуту он никогда не был в стороне. Это тоже его особая черта. В нартовском эпосе есть одно сказание, в котором девушки, после того, как всех мужчин перебило другое племя, обращаются к отцу одной из девушек и спрашивают его, куда им идти, как им быть дальше. И тогда умирающий старик им говорит, идите к нартам, это единственные, кто может понять чужое горе, чужую беду. И могут сопереживать. Вот Петрович был человеком, которого всегда волновала чужая боль. И меньше всего своя собственная. Вот это его характерная Наверное, черта. и это и есть та причина, по которой очень многие люди его любили, очень Да. многие хорошие люди его любили. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, сразу после нее продолжим наш эфир. Продолжаем «Время, события, люди». И сегодня мы вспоминаем историка, краеведа Таймураза Петровича Плиева. Эрик Степанович, хочу к вам обратиться как к большому другу Таймураза Петровича. Вот скажите, что вас с ним связывало и каким человеком он был для вас? Я вспоминаю далекий 1967 год, когда я студент первого курса педагогического института, тогда сейчас СУГУ, и на урок физкультуры, и к нам в зал приходит, мы собрались студенты, приходит такой молодой, еще тогда лысеющий, спортивного телосложения, невысокий, и сразу обращаю внимание на его пронзительный взгляд, пронзительный и добрый взгляд. И позже я узнаю, что это Таймураз Петрович Плиев, вот как здесь сказали, мастер спорта по акробатике. Кстати, первый мастер спорта по акробатике из осетин. И сказали, вот тогда вот там говорили, что он проделывал кульбит, какой-то кульбит, который в мире никто не делал до него. Вот такой. Ну, позже эта дружба у нас сохранилась. Я работал в органах. И потом мы продолжили общение. И самое такое общение было у нас после 1992 года, когда национальные экстремисты напали на нашу республику. Вот, и хотели присвоить какую часть республики и города. И тогда Таймураз Петрович Плиев, он как лев встал, вот действительно, как лев встал и стал доказывать всем вот на всех уровнях, что именно республика принадлежит титульной нации. Ну, а как человек, действительно, он был, если ему что-то надо, он никогда никого не попросит. Но если кому-то что-то надо, он все сделает. Вот такой был человек. Это очень приятно слышать такие добрые слова. И я заметила, что мы сейчас говорим о Таймуразе Петровиче, как будто он с нами. Действительно, это, наверное, есть самое главное, да? Да. Что человек оставил после себя след. Еще хочу добавить. В 1994 году мы первыми начали, вот во главе с Таймуразом Петровичем Плиевым, передачи, которые сейчас называются этюды, осетинские этюды. Это в апреле мы во главе с Петровичем поехали в Дегорское ущелье, и он нам рассказал про башню Седановых, про фрегат, вот это самое, про Заделескина. Вот это действительно уникальнейшее, обладал уникальнейшими знаниями. И вот это, тогда вот эта передача пошла, и сегодня она имеет
место в нашей жизни. Да, и, конечно, она стала таким, можно даже сказать, историческим моментом. Да. То, что остается последующим поколениям. Мурат Федорович, хочу у вас спросить, как у родственника Таймураза Петровича, вот каким он был в семье, в кругу своих близких? Спасибо. Ну, с Таймуразом мы действительно очень близки не только по-родственному, но вот в те молодые годы, вот рассказывали, мы жили в селе, вот в Камбелевке, он часто приезжал, еще будучи студентом, и я тогда был совсем таким малышом еще, но тоже заметил вот его прекрасную фигуру греческого такого атлета. И утром, когда он рано вставал, шел под кран, под холодной водой, умывался, и вот представьте, вот какое это было зрелище для сельских там ребят, как они тоже загорались тем, чтобы стать спортсменами, быть похожим на него. Ну, а как родственник, мы часто, конечно, встречались. Не было такого мероприятия, допустим, чтобы его не было вот на свадьбах, к сожалению, и на похоронах. Вот, часто нам приходилось встречаться. Все время, конечно, он был в курсе всех событий, и семейных, и фамильных, и родственных. Спрашивал, кто как живет, кто чем живет. Ну, естественно, мы тоже всегда старались быть в курсе событий, как ему самому приходится в жизни. Конечно, он в жизни испытал очень много сложностей. Здесь уже было сказано, что действительно не каждый его любил. Он встречал и сопротивление, и, как говорится, отторжение, потому что предельная честность, предельная объективность – это не всем нравилось. Но, тем не менее, мы были горды этим, что он выдерживает, что он не поддается, не сдается, и это он продержал всю жизнь. А можете вот какой-то конкретный случай рассказать, связанный с Таймуразом Петровичем? Конкретный случай. Ну, такой характеризующий его ярко. Вот когда у нас старшие его, откуда он столько знал? Значит, его отец и мой отец, естественно, они примерно были ровесниками. Вот, то есть его мать и мой отец – это родные братья и сестра. Естественно, мы часто ездили вот в Мичурино, старшие вот его приезжали к нам, и, как правило, Таймураз тоже был с ними. И вот он всегда просил Бетрия, хоть то Яфеде, здесь Петрович, конечно, ну а так Иронау Хонди Бетри. И вот он моего брата, вот старшего Шамиля, всегда уговаривал, и ему это потом удавалось, чтобы вот он больше общался вот с Бетри, чтобы побольше национальных каких-то вот этих красот, этих вот сказаний, все это сохранить, которое вот он много знал. Шамиль несколько раз к нему ездил, многое записал, конечно, многое и не успел. Мы всегда думаем, что люди вечны, что мы успеем еще. Поэтому, конечно, многое потеряно, но благодаря ему все-таки многие вещи сохранились. Вот как бы один из таких примеров того, что вот он болел душой. Ну, что касается его общественной деятельности, это, я же говорю, все знают, что добивался и в архивах, он доставал такие, пробивал себе дорогу настолько сложно, его и не пускали, его там и задерживали, не давали работать, но он все равно добивался своего, и очень многое для Осетии он сделал в этом плане. А с чем связаны вот эти сложности? Почему такие препоны? Ну, не каждый человек нравится. Кто-то умеет подстраиваться так и под власть, и под кого-то еще, и, естественно, ему живется хорошо.
Вот. А этот человек был, я уже говорил, принципиальнейшего характера, честнейший. И многие вещи ему не нравились, и это он все открыто заявлял. А это не каждому нравится. Поэтому вот он и... Он очень любил справедливость. Он был очень справедливым человеком. Поэтому его не все могли любить. Имеется в виду власть придержащие. Мурат Федорович сейчас буквально обмолвился по поводу документов, которые он взял в архиве в Москве. Там действительно была страшная ситуация. Соответствующие люди там договорились, чтобы осетин близко туда не подпускали. И тем не менее Петрович сумел пройти, достать бумаги по Владикавказу, по истории Владикавказа и привезти их. Рискуя жизнью. Рискуя жизнью. Ну, то есть защищать родину можно не только с оружием в руках и не с какими-то знаменами, да? А именно таким образом. Не менее действенное оружие. А может быть, Это даже и был более. настоящий подвиг, действенный. то, что он тогда сделал. И он был настоящим патриотом нашей республики, своего народа. Каурбек Ливанович, хочу вас спросить, чтобы вы рассказали о вашем общении с Таймуразом Петровичем, что вас связывало, каким вы его Из знаете. всех присутствующих я, наверное, самый молодой, кто общался с ним наименьше, но это где-то у меня порядка 20 лет. Я благодарен Петровичу за то, что он мне в свое время показал дом, где жил сам Заук Бугулов. К сожалению, до сих пор на этой доме нет мемориальной доски. Это Иронский переулок. Второе, что я хочу сказать, при всем том, вот я благодарен всем присутствующим, потому что они все с удовольствием пришли сюда вспомнить Таймураз Петровича. Всем вам большое спасибо. Хочу сказать, при всем том, что он дарил огромное количество добра и любви, он в личной жизни был крайне несчастливый человек. В личной жизни. И все это мы знаем. И хочу еще сказать, вы знаете, когда его, к сожалению, не дали право похоронить на Аллее Славы, это было абсолютно неправильно, потому что он самый достойный, наверное, кто мог там покоиться. И еще такой момент, когда было 80-летие его в музее, в этом в библиотеке, то только там я узнал, что он награжден редчайшей медалью 300-летия Ломоносова. Это редчайшая медаль, кому вручается. И могу сказать такой момент, что когда его академик Лихачев впервые услышал, это я случайно выцарапал у Петровича эту информацию, то когда академик Лихачев его услышал, выступление, он сказал: Таймураз Петрович, отсели вы главный представитель Фонда защиты культуры на всем Северном Кавказе. Это и есть статус, это есть великое уважение к этому человеку. Правда? Поэтому я просто счастлив, что я жил с этим человеком, что я с ним общался, что я его просто... Для меня он очень, как для всех нас он очень дорогой человек. И пройдет много-много лет, но кто его знал, они всегда будут хранить память о его тепле, о его доброте. Расскажите, что вас связало? Что вас связало, как вы познакомились? Это совершенно случайно. Его заместителем по работе в Лиге защиты культуры была супруга моего брата Тома Агнаева. И она мне когда-то познакомилась. И когда узнал о нем, меня просто настолько потянуло к нему. И я могу еще сказать такой момент. Был здесь чемпионат, посвященный Асламбеку Захаровичу Сгоеву. И на этом чемпионате приехал главный государственный тренер по вольной борьбе Эрик Андреевич Агаев. Ему вот сегодня исполняется 80 лет. И я подошел к Петровичу, говорю: Эрик Агаев здесь. И Петрович хотел встать и говорит: я сейчас пойду к нему. Я говорю: Петрович, сидите, вы старший. Он Эрик на 5 лет прийти. младше, он сейчас подойдет тебе. Когда я подошел к Эрику Андреевичу, я говорю: Эрик Андреевич, Таймураз Петрович здесь. Он говорит: подведи меня к нему. И вот сегодня я как раз первый раз напечатал эту общую фотографию. Это удивительно. Такая теплая встреча была. И когда Эрик передал свой знак отличия для осетина, я одному из первых одел ее Петру Кузаеву и одел Таймураз Петровичу Плиеву. Это для меня была великая честь, что такому человеку я могу одеть знак отличия осетина.
Вы как раз предвосхитили мою мысль по поводу того, что к Таймуразу Петровичу очень тянулись младшие, да? Да. И студенты, и в принципе люди более младшего возраста. Возможно, у него была совершенно молодая душа, потому что не воспринимался как такой вот Абсолютно человек, вы правы. старец, Вы скажем абсолютно так, правы. до последних даже дней. Да, конечно, это так, потому что я вам один случай расскажу. Приехал ансамбль «Алани» Москвы. Тимур Мурашев, главный художественный руководитель. И они поехали в Феокдом после концерта. Мы Таймураза Петровича берем и везем туда его. Тимур Мурашев, увидев Таймураза Петровича, говорит: ты зачем его сюда привез? Я был в шоке, потому что я знал, Петрович никогда ни с кем не ругался. Ты зачем его сюда привез? Я говорю: Тимур, ну я хотел, чтобы твоим детям Петрович про Зевгиш рассказал, про все это. Он говорит, чтобы Петровича услышать, они должны не на носках танцевать, а на животе. Это же показатель. И когда мы выехали, к Зевгишской крепости подошли, то пошел сперва мелко моросящий дождь, а потом хороший дождь. Ни один из детей, ни один из этих молодого поколения не ушел. Они все взахлеб слушали Таймураза Петровича. Разве это не отношение к старшему, которого они просто полюбили? Поэтому я просто знаю, что это... Вот дай Бог, чтобы все старшие были такие, опускались до уровня детей, но при всем этом были учителями для них даже по жизни. Вы знаете, я тоже вспоминаю, у студентов же по учебному плану курсовые работы были. И они просто приходили, Таймураз Петрович, и за ним просто писали. Он любую тему вот наизусть рассказывал. Это вообще было что-то. Они приходили и говорят, такие удивленные были, а потом, конечно, они очень в восторге до сих пор вспоминают. Они уже педагоги, наши дети, студенты в вузах учатся. И причем у него, особенно если нужно было продиктовать использованная литература, он мог назвать автора, год издания той или того иного источника. Это же очень редко бывает такое. Ну, Обладал феноменальная феноменальной память. памятью. Он Память наизусть одна. знал Евгения Онегина полностью. Наизусть он знал. Наизусть. Еще вот как раз Каврубек чуть-чуть затронул тему, да. Речь идет о том, что Таймураз Петрович принял серьезное участие в движении Рериховском. Он выезжал в Москву, Да, он да, выезжал да, в другие, да. он выступал с этим и так далее. То есть это еще одна страница его биографии тоже. Вот, и от этого никуда не денемся. Да. То есть это был многогранный человек. Кстати, мы сказали о том, что он был физкультурник и историк, но он еще был биологом. У него 3 диплома. Он был еще биологом, он великолепно разбирался в биологии, он великолепно знал человеческую анатомию и так далее. Это очень разносторонний человек был по жизни. Ну вот И Таймураз Петрович очень любил природу и действительно очень хорошо, очень подробно знал горы, знал нашу местность. И вот буквально вот вы говорили, да, что и дождь шел, да, не останавливало его до самых последних его дней. Вот он ходил в походы. Может быть, вы какие-то эти моменты можете рассказать о нем, какие-то с этим связанные истории? Природа, само собой. Но у нас есть такой великолепный памятник, называется Шидан Микалгабр. Вот. И я там никогда не был. В 98 году мы решили подняться туда. Надо ползти вверх в гору минимум 3-4 часа. Вот. И так получилось, что мы добрались туда до подъема. Подъем мы начали только в обед. Пока мы поднимались, и мы вышли, уже почти темнело. И он взял аппаратуру и пронес его обратно вниз. Мы шли в темноте обратно. Сперва мы зажигали спичку, пока свет горел, один проходил вперед, потом на голос дальше. Так получилось. Мы рассчитывали, что при дневном свете спустимся, поэтому ничего не взяли с собой. И потом мы дошли. В какой-то момент он поскользнулся в темноте, расшиб себе локоть, но аппаратуру он не дал. Не уронил. Не уронил, да, не поломалась аппаратура.
Вот. Мы съемку нормально провели, потом сделали передачу, показывали по нашему телевидению. Вот. Показывали с одной целью. Мы просто рассчитывали на то, что общественность услышит нас, да, и вот это великолепное святилище будет отреставрировано. В смысле, там вообще надо просто с нуля строить. Деревянное здание в несколько раз больше, чем Реком, сгнил, и по сегодняшний день, к сожалению, он не восстановлен. Это Мыкалгабр, Чидан Мыкалгабр, это святилище, на котором осетинские войска собирались перед тем, как пойти куда-то в поход. И род Царазоновых там был командующим. Вот. К сожалению, до сих пор это место остается для осетинского народа в забвении. Хотя мы неоднократно с Петровичем предпринимали попытки донести это до людей. Вот. Вот то, как мы спускались, это тоже был подвиг, и он там себя показывал. Вот, несмотря на то, что он уже был в возрасте. Это 98-й то, что за ним никто не успевал. Да. Точно такой же Божий одуванчик был другой, который с нами был и показывал нам дорогу. Купета Зандар. Великолепнейший тоже старик. Вот они вдвоем шли впереди, а мы старались за ними успевать. Не отстать от них. Да. Ну, на самом деле говорят, что незаменимых не существует, но это точно не Нет. про Теймураза Петровича, потому что в его случае это действительно человек, которого никем невозможно никогда будет заменить. Много теплых слов сказано в этой студии было в адрес Теймураза Петровича сегодня. И человек жив до тех пор, пока жива память о нем. И я надеюсь, и я думаю, все здесь присутствующие надеются, что эта память останется надолго, и его имя уже вписано в историю Осетии. Спасибо большое за то, что пришли сегодня к нам в студию вспомнить этого прекрасного человека. Это была программа «Время, события, люди». Всего доброго и до встречи в эфире.